Welcome to Anti-Terror Channel. Be kind and friendly. The ancient Chechens are here. Stop being Arab and go back to your own roots. Тесла, всем привет. У меня просто вопрос тут был один. Некоторые верующие говорят о том, что тут по стороне науки у меня вопрос. Вот. Некоторые говорят, верующие, о том, что вот второй закон термодинамики, то есть энтропия, она противоречит эволюции, и поэтому причиной эволюции, то есть создания, это все Бог сделал. И то, что эволюции не может быть, говорят. Вот это хотел бы услышать ваше мнение. Подожди. А Бог, он противоречит второму закону энтропии? Ну, по сути, да, но они ему придают всемогущество и говорят, типа, на него это не идет. Нельзя Вселенной передать это всемогущество. Вроде бы Вселенная существует, мы ее можем потрогать, а вот с Богом это только вера. Ну да, Можно просто... добавить? Уважаемые мысли задать, твоя очередь. Нашему гостю хотелось бы сказать, если он хочет познать истину о втором законе термодинамики, обратитесь, пожалуйста, к хадисам Абу Нео. В его правописании, в благословенных писаниях есть ответы на все вопросы. Буквально на все вопросы. Есть просто все ответы черным по белому. Имеешь в виду его суру Аз-Зебра? Вот все, что он пишет, это просто божественное снисхождение. Абу Нео, он просто, это воплощение Бога, я думаю. Согласен. Достаточно ответа. Это воплощение Бога. У меня вопрос в другом заключается. Просто я хотел узнать. Здоровый гость. Во всех его ипостасях, воплощение Бога именно во всех его ипостасях. Он воплощает в себе. Хорошо. Давай вопрос про энтропию. Пока Вот у нас у меня вопрос в другом заключается. Вот я хотел узнать, противоречит ли эволюция второму закону термодинамики. Что ты подразумеваешь под эволюцией? Эволюцию там животных или растений, или эволюцию вообще рождения звезд? Общую эволюцию, то есть когда из хаоса делается более такое порядочное, то есть упорядочивается со временем. То есть хаос упорядочивается и порождает еще больше хаоса. Подожди, а вот эволюция — это факт, который мы наблюдаем, да? Прямо на наших глазах. Но она не имеет отношения к вопросу, создана ли Вселенная или не создана. Потому что это как бы совершенно другой вопрос. Вселенная может быть создана, Вселенная не может быть. Может, Бог создал Вселенную эволюционирующую. То есть, почему он должен ее обязательно создать не эволюционирующей, такой стагнирующей, застывшей, сразу создавать виды, почему он также не может дать ей возможность развиваться, меняться и наблюдать. Ему самому интересно будет же наблюдать меняющуюся Вселенную, чем делать какую-то статичную Вселенную, раз там лошадь сделал, раз там березу сделал, и все, короче, и на этом все закончилось. Это какой-то скучный будет творец, понимаешь? То есть качество эволюции никак не отменяет Творца. Поэтому вот этот постоянные наезды на Дарвина, который вообще безбожник Дарвин, хотя Дарвин нигде не утверждает, что он знает, как возникла Вселенная. Он чисто говорит, что виды меняются, и со временем новые появляются. То есть мутирует, появляется следующий вид. И вот так эволюция идет. Никакого отношения есть Бог, нет Бога, появился он, не появился он. К этому отношения никакого не имеет. Но по неграмотности эти наши будулаки, их обманывают эти ГБшные мулы, там всякие эти Закир Наики, разговорами про то, что там Дарвин безбожник, там это сделал, эволюция, это
в общем, очень плохо, туда-сюда. В общем, вот этим бредом им мозги промывает, и они этот бред дальше транслируют. Короче. Теории вообще откуда возникла Вселенная, вот эта эволюционная теория отношения не имеет. В общем, это бессмысленно обсуждать с точки зрения, существует Бог, не существует. И эволюция здесь ни при чем, в общем. Следующий. У меня вопрос, наверное, я неправильно сформулировал. Просто вот энтропия, она означает то, что из упорядоченного происходит хаос. То есть к хаосу все стремится. Наоборот, из хаоса появляется видимость порядка, которую наш мозг воспринимает как нечто и упорядоченное. Изначально хаос. Хаос потихоньку еще больше хаоса порождает. Но поскольку он реагирует, интеракция происходит друг с другом вот этих частиц, всего этого взаимодействия, из-за того, что есть какие-то физические константы, связанные с геометрическими размерами, скажем так, вот этих частиц, то они будет только определенный вид взаимодействия у них будет, который будет какой-то паттерн складываться. Потом, когда в результате там, не знаю, миллиарды, триллионы разных лет появится какая-то разумная жизнь, вот эта разумная жизнь удивится, от чего это такой интересный паттерн сложился, он не мог случайно сложиться. Почему не мог? Конечно мог, если ты дашь ему бесконечное количество времени и бесконечное количество ресурсов, и плюс бесконечную вселенную, там что угодно может появиться со временем. Так, кто следующий? Тесла. Может ли умный человек быть верующим? Какой-то космический разум или, например, что мы после смерти, как информация куда-то попадаем, там, или что вот этот мир – это симуляция. Вот так может быть. Но вот верить, что там есть страна вечной охоты, там, и дух Гичи Маниту выходит из леса, там, или, не знаю, какой-то идол там, или какой-то камень священный. Вот это он, считай, ученые, таких ученых нету. Есть ученые, которые верят в некую, именно верят, не утверждают, что это так, а говорят, что вот я надеюсь, верю, что информация не попадает. Какие-то эмпирические цепочки из логических вот этих размышлений своих составляют, чтобы в конце выходит, что да, действительно, это такое возможно. Вот такие ученые есть. А вот ученые какой-то в определенный культ верят, там, авраамический культ, там, я не знаю, еще какой-то культ синтоистский, они в средние века, может, были, в древнем мире, может, были, но современных ученых, серьезных, я не знаю, никогда не слышал. Тесла, ты как думаешь? Он сказал, знаешь что? Он говорит, умный человек верит в Бога, верующим. Ты говоришь не ученый, а вообще умный человек. Не, он говорит, умный человек может быть верующим. Да, умный человек, я сказал, да. Верующим во что? Потому что просто верующий это ни о чем. В ислам, в христианство. Религиозным, например. Может ли быть умный человек религиозным? Например, сектантом точно он не может быть. Сектантом умный человек не будет. Скорее всего, не будет, но он может быть жертвой обстоятельств. Вот ты вырос в какой-то семье, где постоянно тебе это в голову вкладывали, там участвуешь в обрядах. То есть, в общем, ты как бы в толпе. Я когда-то вывел формулу интеллекта толпы. То есть интеллект какой-то толпы, он равен самому глупому из этой толпы. То есть толпа сама по себе глупая, они друг другом будут следить, Динчу Эрца будет еще его ушах, они свой ум подавляют, и табу делают, себе что-то там думает, запрещает, тем более высказываться. Может, думать-то они, может, и думают. И в результате коллективный ум вот этой толпы, которая там побивает камнями грешника там, или еще нападает на тех, кто там на кого укажет их там пастухи, мулы всякие, священники. Вот они
вот их совместный интеллект, он равен самому глупому из них. Отсюда вытекает, что да, умный человек, там, я не знаю, что умный тоже понятие относительное. Он в теории может быть повязан с детства вот так этими обрядами, я не знаю, какими-то предрассудками, в общем, по течению еще плывет, а может, он еще слабохарактерный и постоянно эту мысль, короче, а вдруг это все что-то сомнительное, это все, вот он эту мысль от себя гонит, короче, так что, да, такое может, конечно, быть. Теории. Да, я почему спрашиваю, потому что я многих знаю, ну, вроде бы начитанные, очень умные люди, ну, знакомые мои, ну, они, ну, молятся, придерживаются всех этих, ну, мусульмане, да, ну, вроде бы они начитанные, умнее, намного умнее меня, но когда я им начинаю объяснять, вот, ну, вот эти бредовые некоторые, вот эти аяты, например, или хадисы, они даже, не знаю, они сразу начинают на меня злиться, ты что такие вопросы задаешь? Видишь ли, если они действительно умные, во-первых, они не знают, а может, ты их провоцируешь, а потом возьмешь и сдашь. То есть они тоже не хотят это, скажем так, показывать. И ты не можешь судить по их вере только по их словам, или вот что они там намаз делают, там, или еще что-то. То есть мы не можем заглянуть им под черепок и действительно узнать, что они там думают. Вполне есть люди, которые и намаз делают, и я не знаю, впереди становятся, джума намаз делаешь, это на самом деле вообще страшные атеисты, и, скорее всего, продадут все и вся, если им выгодно будет. То есть это не показатель, мы не знаем. На самом деле они верующие, просто, я не знаю, плывут по течению. Чужая душа потемки Тесла, одним словом. Да, личные переживания. Запомните одну важное выражение есть интересное. Личные переживания по поводу религии ничего не доказывают. То есть я не могу, что ты думаешь, узнать реально. Это невозможно. Может, в будущем какая-то машина появится, которая твои мысли будет читать, и мы узнаем, реально ли там во что-то верит. А так, в данный момент это невозможно узнать. Мы можем только предполагать. То есть мы не знаем, реально ли они верующие, или просто поддельные, или выгоду себе в этом, или не хотят просто, скажем, становиться этим изгоем в обществе, или друг за другом следят. В общем, жертвы толпы, скажем так. Ассаламу алейкум. Доброй ночи, братья по крови. Самый лучший показатель верующих — это показывает свободное общество. Только тогда ты поймешь. А в тоталитарном обществе все скрывают, все друг друга прячутся. Да, очень верное замечание, короче. Конничева, Якудза. Очень верное замечание, потому что свободное общество, абсолютно свободное, там, возьмем даже анархическое какое-то общество, где все вооружены, где никто никому даже не смеет там дорогу перейти, потому что последствия шкирел, где что-то где все финансово защищены. Вот в этом обществе мы можем и то мы в голову, конечно, влезть не сможем, но, по крайней мере, мы будем знать, что они, не боясь кого-то, честно свою позицию выражаются, табуированы и очень умны. Только тогда мы можем относительно судить. И то все равно, потому что Сабахам Шхилмегахцир от общества говорит, что они хотят. Тесла, Хатта, Дарса. И сестрам тоже забыл сказать. Тесла, есть же аксиома, почему вот нобелевские лауреаты в основном, ну не 100%, в основном атеисты, агностики, но есть еще верующие, но как они верят? Они не верят как физического бога, так что слабый бог уж. И гунду тишишь. Ну, во-первых, особенно мало нобелевских лауреатов среди верующих мусульман. И Бахам это потому, что ислам в очень значительной степени, намного больше, чем, например, средневековое христианство, которое тоже давило в какой-то степени науку,
Но ислам давит ее просто на 99%, на 100%, можно так сказать. Если христианство средневековое давило науку, скажем так, на 20, на 30%, то ислам давил ее на 100%. То есть абсолютно там это никакой. Плюс еще, в отличие от христианства, в исламе множество обрядов. То есть ты каждый день должен монотонно повторять одни и те же выученные слова, а мозг, он привыкает к этому. То есть ты делаешь ему вот это, скажем так, креативность в нем убиваешь. Если ты будешь какие-то, по-английски называется chanting, то есть читать вот это, вот когда ты чантинг делаешь, особенно в секте, это когда людей собирают, и они повторяют постоянно одни и те же вот эти слова, они как бы дебилизуются. То есть их мозг, повторяющиеся действия, для мозга это, скажем так, медленное отупление. Ты все время одно и то же повторяешь. Если бы, например, молитва в исламе предполагала бы, чтобы ты каждый раз что-то новое, креативное говоришь, там что-то пытаешься как-то, короче, не знаю, с Богом на какой-то другой уровень выйти, тогда бы это тебе, наоборот, развивало бы. А так ты все время повторяешь одно и то же, повторяешь, и потихоньку мозг впадает в такую спячку, он все там гасит. Ты становишься таким живым зомби, который вот знает, что вот сейчас нужно вот эти обряды выполнить, потом все дальше, все нормально уже там. Билет в рай есть, потом опять... Потом становится, потомству передаешь это еще. Да, человек к чему Я не хотел бы стремится. выступить своим оппонентом сейчас. Специально выступаю оппонентом, потому что как-то это не сходится. Если они повторяют одни и те же мантры, они тупеют, понимаешь? Я понимаю, что ты говоришь, секта. Но мы не забываем одно, и не должны забывать, что повторение мать учения. Понимаешь ты? Повторение мать учения. Может быть, они на это налегают, как бы, больше как бы поднимают уровень знаний, тем, что повторяют. Нет, муслим, мы поняли твое замечание. Повторение мать учения, повторение какого-то материала, там, не знаю, формул физических, уравнений, там, я не знаю, каких-то научных... Это же вечное познание Бога. Да, какая-то информация, несущая какой-то смысл, который позволяет тебе там, я не знаю, рассчитать аэродинамическое сопротивление. Побить оружием, например. Да, что создавать, что это совсем другое. А тут всего лишь тебе 3-4 строчки из бессмысленных фраз на другом языке, который даже не знаешь ты его. То есть, Тесла. Ну не все же так однозначно. Там же не только Коран зубрить, там и нахва, фикх, таджвид, тафсир. Там же по своей линии они, наверное, развитые. Просто, наверное, ты хочешь сказать, чтобы изучать какие-то гуманитарные направления, у них не хватает времени или желания. Тоже тут комбинация всяких этих. Есть, знаешь, если ты молод, например, твой мозг хорошо работает, ты будешь успевать и молиться, и скажем так, может даже выше среднего прогресс будешь делать, если в кафирском университете будешь учиться, там, программистом станешь или, я не знаю, врачом станешь тоже, короче. То есть у тебя еще будет. Но постепенно у тебя вот уже годам 40, 35, вот этот чантинг тебе, он это сделает конкретную подлянку. То есть он начнет усыплять твой мозг. То есть сработает. Ты же заклинание читаешь. 5 раз в день заклинание читаешь, и в конце концов мозг на это отреагирует. Ну что ему? Мозг это такая вещь, которую можно всему научить. В том числе его можно научить самого себя дебилизовать повторением совершенно бессмысленных фраз. То есть делать... Я не согласен, снова выступаю твоим оппонентом идеологическим. Вечное повторение – это вечная мать учения, а божественные писания – это вечное познание Бога. Там все-таки с каждым днем мы открываем что-то новое. Вот с этой, если точки зрения посмотреть, там есть Коран, там есть Сунна, там есть тафсиры, там есть работы ученых, есть хадисы, праведные, неправедные, а также есть... Ученых, понимаете, о чем я говорю? Я только что посмотрел фильм «Оппенгеймер», который создал атомную бомбу заодно с Эйнштейном. Вот там он рассказывает, как туда-сюда.
И заодно представить, нет, чисто занимался с этим ураном. Походу он выучил буддийский, этим занялся Конфуцием. Короче, вообще их элоцинах. Tesla, да, Евро. По поводу этого Оппенгеймера, я не смотрел вот этот фильм. Я подозреваю, как он сделан, учитывая, что сундука информация про это дело. Так, где Евронохчи, не могу его найти. Информация Хасун. Дело в том, что Эйнштейн никакого участия в этом создании ядерной бомбы не принимал, и даже он есть, можете погуглить фразу Эйнштейна. Эйнштейн в 20-е годы утверждал, что извлечь энергию из атомов невозможно. То есть человеческое никогда не сможет использовать атомную энергию. Цитат Эйнштейна. То есть его этот Оппенгеймер чисто использовал как раскрученного ее. То есть когда нужно было начать эти разработки ядерного оружия, то Оппенгеймер собрал подписи известных людей и обратился к этому, скажем так, президенту Рузвельту письмо язваш. Эйнштейн тоже. Потому что в Америке Эйнштейн был раскручен просто до космических высот, короче, его этими земляками. И вот он пошел к Эйнштейну, и Эйнштейн так, по воспоминаниям того же Оппенгеймера, там долго колебался, и подписываться лишь. Вот он, и все, он эту подпись поставил. Вот все, все его участие в создании атомной бомбы, что он Оппенгеймеру письмо Рузвельту, короче, подмахнул. А так сам он утверждал. И, кстати, эту фразу он украл у Николы Тесла, который тоже, кстати, эту фразу сказал. А Эйнштейн очень уважал гения Теслы, и поэтому, видимо, Цубак тоже примазался к нему. По поводу. Кто придумал на самом деле ядерную бомбу? На самом деле ядерную бомбу придумали немецкие ученые, физики, теоретики в 1932 году. То есть возможность этой цепной реакции высвобождения, деления ядер, эти немецкие ученые предложили его механизм в 1932 году. Я думаю, на самом деле, что япончин Тюахага, вот этот бомбец Оппенгеймер, там, кстати, он до сих пор это создание Оппенгеймером, там, Манхэттенский проект, это он засекречен, кстати. То есть они до сих пор не говорят, как и что это все происходило. Вот мы сейчас киношный миф какой-то увидели. Я думаю, что на японцев сбросили именно немецкий уран, который попал в руки американцам где-то весной, по-моему, на границе Швейцарии и Германии когда-то, в 1944 году, по-моему, короче, или в 1944, по-моему, попало, короче, в их руки, и уран попал им, и вот этот исследовательский центр попал. А второй исследовательский центр полностью там вместе с оборудованием, с учеными, он попал в руки этим русским. Русские все это вывезли, и вот этот немецкие физики сделали русским атомную бомбу. У самих русских, у Советского Союза ядерных этих технологий, даже инструментов просто, чтобы эти измерения проводить, было 0. То есть они бомбу не сделали бы до 70-х сами, и до 80-х, может, вообще не сделали. То есть у них атомная физика была 0, на нулевом уровне. Если вы не верите, можете погуглить немецкий физик Шварц, именно нацистского периода, царь Ин сталинский премии Шишун. Ну, кого они могли показать, а кого там, кто тайно работал. Вот кому мы могли показать, есть сталинские премии за газофазным методом уран получать. В Сочи, по-моему, работал один физик немецкий. В общем, вы увидите, что они сталинские премии получили за это ядерную бомбу. Никакой, кстати, Курчатов никакую бомбу не делал. Это очередной Калашников подсадной такой тип.
Понятно. Можно просто мысль одну, и дальше ты разовьешь. А как вы думаете, и ты думаешь, там же все-таки прослеживается в создании вот этой ядерной атомной бомбы божественное начало и божественное присутствие. Это же он их направлял, не так ли? Несомненно, Яхве и прямо такие Абунео, там прослеживается четкий след Абунео. Несомненно. На самом деле Тесла из Иоанна и Оппенгеймер Ватс, у него жена была коммунисткой, там и брат был коммунист, походу они передали там как-то. Но с другой стороны и обогащение несколько лет проходило в Америке, обогащение урана. Плюс они разделили атом при помощи нейтронов, да, и протон, не редагацидовцев. И шарик Америка, да, там немцы тоже присутствовали, там, они первые там разбили этот атом, но они не смогли это развить, не успели, то есть. Я не думаю, я думаю, вот, что вот обогащенный уран у немцев взяли, и именно поэтому, вот взяли они этот завод, этих немцев, этот уран, и тут же в августе кинули на японцев бомбу. И тут же, причем первая была урановая, а вторая была уже плутониевая. То есть они уже наработали плутоний. А это уже немцы шли на том, что еще. В общем, не верь. Кино, ага, духом ясно, гордом. Чего интересно, 4 часа, правда, придется потратить. Меня это злить будет, потому что я сейчас буду гадуха. Тесла, полом оторвался. Я тоже не могу такие фильмы смотреть. Да, слишком там будет пропагандистского вранья. Дело в том, что мы живем в мире сформированного медиа-пропагандой победителей Советского Союза и Америки, США. То есть мы не можем им 100%, да. Если Америке я могу, скажем, на 80% доверять, то Русне, СССР я не могу доверять 100%. Даже 120%, вот и это кажется невероятное. А именно Советский Союз, вот это, не знаю, и он и Нюрнбергский процесс обслуживал, он и вот это всем этим курировал. То есть мы не можем, историю пишут победители, мы не можем им доверять, нужно пользоваться какими-то независимыми источниками, делать какие-то эмпирические выводы, основанные на каких-то там, не знаю, известных нам данных, фактов. То есть так, короче, конечно, мы также это пристрастны, и наше мнение тоже может быть ошибочным, неправильным, не совсем правильным, где-то мы ошибаемся, где-то нет. Но вот личное мое мнение, это что там много мутного. А СССР Мьюча, да, ставишь, там вообще мутняк полный. Весь арсенал СССР это немецкие ракетчики, немецкие авиаторы, немецкие ядерщики, немецкие танкисты, немецкие, все немецкое, короче, трофейное. Американцы забрали, кстати, они не забирали вот гражданские предприятия, там вот станки, всякие вещи. Русня забирала все, а вот что американцы контролировали, они забрали ракетчиков, вот Вернера фон Брауна со своей группой, то есть главного ракетчика, который потом лунным проектом руководил. То есть он высадил американцев на Луну. Это его заслуга, этого Вернера фон Брауна. Его искали вот эти... Американцы его спрятали, вот этого... Как только они добрались до Вернера фон Брауна, вместе с его группой, они сразу их спрятали, потому что англичане их там озверевшие от этих Фау-2 ракет, Фау-1, Фау-2, которыми Лондон обстреливали. Это же фон Браун создал эту ракету. Они озверев искали, чтобы казнить его. И американцы тайно вывезли. Плюс американцы вывезли до 2000, по-моему, специалистов по авиастроению. Там разные прототипы самолетов, тогдашние эти стелс-самолеты, летающее крыло, бомберы всякие, реактивные двигатели. Можно я одну деталь? Я, правда, не слышал, но я знаю, что они много вот всяких... Это называлось у них, даже название такое придумали, интеллектуальные репарации. То есть, типа, Германия обязана нам интеллектуальными репарациями, то есть ресурсы, там, инженеры всякие. Но что там Запад делал, это ерунда по сравнению с тем, что Советский Союз делал. Он там у них
Тесла. До последнего... Подожди. До последнего этого забрали Уолсона. Мясорубки. Все подчистую. Там, и гражданский, не гражданский, там, неважно. Там, мостостроитель, все, давай в русню. Будешь нам, Советский Союз, мосты строить. Там, электрик, короче, давай будешь у нас там провода по ЛЭП цеплять. Там. И все забрали. Позвольте разжечь. Свободила СБИ. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'ала ва баракатуху. Ассалату вассалату винегрет оливье цезарь салат. من يهده الله فما يضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد. Сразу скажу, осуждаю полностью антисемитизм, вообще какой-то антитизм, кроме антитерроризма, все осуждаю. Также осуждаю расизм, насилие, убийство, варварство и тому подобное и так далее. А также осуждаю нацизм и фашизм. Но позвольте разжечь и подискутировать, пожалуйста. Вот как только ты сказал, вы начали обсуждать, но, конечно, не к месту. Я сейчас не пытаюсь, мы просто рассказали про все, скажем так, открытия, интеллектуальный уровень немецкой нации, и другие их достижения. Это всем известно, всю историю они такими были, таковыми, по-моему, и останутся. Ну, конечно, если не примут ислам. Ислам — это такая чудесная, превосходная машина, которая любую страну может отправить в прошлое. Это машина времени. Она любую страну отправляет в освояси, там, 7 каменный век, и вообще животное превращает в любую нацию. Но пока они не примут ислам, конечно, они таковыми и останутся. Но единственный вариант их деградации — это ислам. Так вот, просто я вспомнил, просто вы сказали Яхве, упомянули, там, немцы и так далее. Мне пришло все эти картины, прокладывались, и просто пришло к слову, говорю. Не то, чтобы возвысили вы сейчас, рассказали достижения немецкой нации, а я сейчас расскажу вам про интеллектуальный, скажем так, мягко говоря, недоуровень поклонников Яхве. Не еврейской нации, а именно верующих иудеев. Так вот, вы сказали, упомянули Яхве, и я резко пришел к такому, скажем так, осмыслению. Это мое мнение, сейчас оно сложилось, и мое мнение то, что люди, многобожники, они многогранны. У них много профессий, у них много направлений. У них в нации существуют, скажем так, и войны. Например, у скандинавов. Там Тор, Тюр, войны богов, там, да? Валькирии, собирающие воинов, павших, достойных в Вальгалу войти. А также есть Один, такой Гендальф, мудрый странник, который пожертвовал глазом, чтобы познать истину, правду, знания, настолько жаждал знаний, настолько жаждал знаний, что пожертвовал глазом, чтобы узнать будущее и вообще сокрытые знания. И также другие там, у них есть направление богов. Также у всех у греков таким же образом. Бог мудрости, Бог плодородия, Бог этого, Бог того. Это означает, что эта нация многофункциональная. У них есть много направлений. Это сложившаяся нация. Нация, у которой есть многобожие и свой пантеон богов, это означает, что это нация, уже сложившаяся национальность. А те национальности, у которых есть один бог, часто это понятно, там кто-то ради цивилизованной принадлежности принимает христианство, там еще и так далее, и так далее. Я именно имею в виду начало единобожия.
начало единобожия в этот мир привнесли именно те люди и тот народ, иудеи, у которых кроме козла пасти коз, других никаких направлений или других каких-то другого какого-то мастерства по определению не было. Они умели только пасти баранов. И, естественно, у них единый Бог. Они выбрали одного Бога. Что за Бог? Как его зовут? Яхве. Кто? Козлопас. То есть других функций у этого народа не было. Они умели только пасти коз и баранов. Естественно, у них только один Бог, и он тоже козлопас. Никогда никаких достижений, ничего абсолютно у них не было и не будет. У людей, которые веруют в одного Бога. Ну, конечно, смотря в какого Бога было бы, возникает такой вопрос, да, может у них там Бог какой-то, один Бог, который включает в себя и направление мудрости, и направление там того-то, и того-то, того-то. Но, как показывает практика, этого у их богов нету. Единственное, на что гораздо Яхве, это пасти коз. Единственное, на что гораздо Аллах, это иметь рабов. То есть, чем занимается рабовладелец? Он обыкновенный садист по определению. Правильно? Он с такого же человека, как и он и сам, его сделал своим рабом. То есть он по определению садист, маньяк. Таким же образом их Бог маньяк. Топит одних в аду, там, жарит, других там вечно оргией заставляет занимать. То есть обычно, скажем так, дает народу или многобожникам много функций и много направлений. Один Бог дает только пасти коз и баранов. А арабам покупать рабов и продавать рабов, поставлять африканских рабов до 20-19 века по всему миру и продавать этих рабов, а сегодня у себя иметь этих рабов. В общем, такой вывод сложился у меня. Небольшие противоречия у тебя, да, получается. Если у этих бедуинов куча богов была до того, как, ну, единственное, там, может быть, это рабовладельчество там мешает всему, а так, получается, что там у них было сколько там, 99 Ну, богов? да, ну, у евреев тоже было много богов. По сути, само название ихнего бога Элохим. Они сами признают это, значит, не бог, а боги. У них тоже вначале были боги. И в Торе есть боги. Но потом они все это так завертели, закружили, что эти боги, это не боги, это падшие ангелы. Единый Бог, этот всемогущий Яхве, всех их уничтожил, сгинул там, выгнал всех, и теперь он такой один сам остался. И таким же образом у арабов тоже, да, у них был какой-то пантеон богов и так далее, и так далее. Ну, как рассказывается по истории, в те времена у них были технологии, были там торговля, они путешествовали по миру. А когда у них появился один бог, их просто-напросто из Тывы тюрки пришли и просто-напросто сделали их теми, кто они есть, рабами. И всю историю унижали их, унизили их, пока кефиры не пришли и не спасли арабов, единобожников. Где был Аллах столько веков, пока английская королева не заступилась за арабов, непонятно, конечно. Ну, такое дело, в общем, когда тот или иной народ начал верить только в одного Бога, в тот момент началась их полная, тотальная деградация. Вот к чему я. Великий Пармат, можно тебе задать вопрос? О, великий Пармат, антитеррор. Вопрос. Естественно, не можно, а нужно. Да, Баркал, спасибо тебе, великий Пармат. Из того, что ты рассказал, у меня вопрос, как бы вытекает вопрос.
Ты сказал, что у нации и у народа, ну, у наций, у которой есть множество богов, это нация креативная и состоявшаяся. Так вот, у чеченцев до принятия ислама, а ислам, как мы знаем, чеченцы не то что как приняли, а нас исламизировали в насильной форме. Это говорилось и много раз пересказывалось. В конце 16-го, начале 17 века началась массовая исламизация. У нас были боги разные. В каждой долине горной и на равнине у каждого свои были боги. Там Печик, Тушоли, Дели, там разные. У мелхостинцев свои были боги, своя система похоронения. Вот из того, что ты сказал, значит, чеченская нация была состоявшейся и была креативной, выходит из этого. Баркал заранее за ответ. Естественно, чеченцы занимались земледелием, строили башни, разводили огонь и многое. Все это присутствовало у чеченцев. Любое духовное проявление того или иного народа или той или иной религии, любое проявление религии, это просто банальное отражение реальности, окружающей тот или иной народ, верующий в ту или иную религию. Это просто-напросто отражение реальности и передача информации потомкам через мифологизацию тех или иных событий, реальных или вымышленных. Это просто-напросто способ передачи информации. Другого нету. Не было Голливуда, не было Болливуда, не было книга, печатания. И единственное, чем люди могли передавать, там, как заниматься земледелием, в какой момент надо сажать, в какой момент собирать урожай, это все превращалось в такую мифологию, религию, обряды. Потому что просто-напросто другого варианта передавать эту информацию нет. И по той или иной религии мы можем проследить духовность и ментальность, мировоззрение, традиции и культуру того или иного любого народа, просто посмотрев, что за религию они выдали, во что они верили. Потому что каждый бог, не Бог создал людей, а люди создали богов по образу и подобию своему. Поэтому, например, посмотрев на Аллаха, на его так называемую книгу, на его ритуалы и тому подобное, мы можем узнать, кто такие люди, верующие в Аллаха, кто такие люди, придумавшие Аллаха, кем они были. Любого, кто какую ту или иную веру, религию себя причисляет, мы уже знаем, в какой момент, что, как он поступит, если даже не поступит. Хотел бы даже, в душе, хотел бы он как поступить, мы знаем. То есть у нас в какой-то мере появляются телепатические способности. Эти люди сами нам дают их. Не у нас появляются, а эти люди сами дают их нам. Поэтому, когда много у тебя богов, это обозначает, что окружающая тебя среда, общество, где ты живешь, оно многогранно. В нем много профессий, много направлений. Каждый занимается своим делом. А люди, утверждающие, что есть только один Бог и все, другие грязные туда-сюда, это люди, просто банально выбравшие одну профессию. Например, что за профессия у иудеев? Это, конечно, я утрирую говорю, это болтология. Они выбрали Бога, то есть придумали Бога, который избрал именно их народ, чтобы они проповедовали миру. По иудейской религии не должно быть у иудеев государства. Не должны они работать по субботам. Единственное, что они должны делать, это болтать и ходить по миру. Болтать и болтать. Все, больше у них никаких граней, ни у них, ни мусульман нету. Это единственное их направление. Проповедовать и проповедовать. Не строить, не созидать.
Опять повторюсь, я не говорю о евреях, я говорю именно о верующих иудеях и древних евреев, которые придумали эту религию. Один нацизм, один фашизм мы осудили, где осуждение иудаизма, где осуждение ислама. Это же откровенный нацизм и фашизм. Будем дальше читать и делать такой тупой вид, что ничего не было, никаких проблем на данный момент на Земле не существует. Лучше всего разговаривать на эти темы, поднимать эти темы, чтобы решить окончательно эти проблемы. Замалчивая эти проблемы, эту проблему не решит. Она где-то тайно будет усиливаться и укрепляться. Я, конечно, полностью осуждаю вообще убийство евреев, нацизм, расизм. Вообще неприемлемо. Я не за то, чтобы убивали или еще что-то носили. Осуждаю полностью. Просто, чтобы говорить об этих проблемах. Не замалчивать их. Люди же не тупые. Мир не такой тупой, как они думают. Люди все это видят. Да, Тесла. Хаймерс, дай ставлю пару копеек в защиту этих евреев, скажем так. Вот эта вся история, что там библейские мои, что они пришли там и народ уничтожили. Да. Дело в том, что это мифы, никакой народ они там не уничтожали, их вообще там было очень мало, чтобы кого-то там уничтожить. Да, я знаю, да. Они придумали себе эту героическую историю, там, Иисус Навин, бред это, ничего этого не было. Недавно были вот эти раскопки, они искали этот знаменитый дворец царя Давида, вот такого могущественного супер, там, царь Давид, раскопали, и ничего, никакого дворца там нету, была какая-то деревня казапасов на 3000 человек. То есть никаких этих они там не убивали, не уничтожали, ничего. Это придуманные просто мифы, сказочки, фольклор, национальный фольклор, что там вот мы такие победили тех, там наши соседи тоже этим болеют, понимаешь? То есть нельзя им это вменять, короче. И здесь даже у них в школах это, по-моему, преподается, это Иисус Навин и Гумш преподаются. И насколько я слышал, только по слухам, за что купил, за то и продаю. Я не знаю, как там положение в Израиле. Но я бы не стал им это ставить вину, потому что это всего лишь народный фольклор. Вот это Библия, библейские истории, что там или какой-то народ. Дело в том, что это недавнее происходило, а вот эти мифы такие, это там 3000 лет давности придуманный бред, да еще и во времени отодвинутый на такое, что тогда вообще не знали, кто такие евреи, вообще существование. Да, нельзя их, кучка вот этих поехавших на вот этом и древнем этом мракобесном культе какую-то часть народа проецировать на весь еврейский народ, который из себя представляет. Ни в коем случае, Тесла, ни в коем случае. Я имею в виду именно верующих. Да, великие просветители, писатели, ученые. Это очень разнообразные. Причем он не монолитный, там он состоит из разных народов, которые в той или иной временной, скажем так, точке стали как бы евреями, то есть приписались там. Вот, в общем-то, это не... А вот большинство, которых там жило в Палестине, скорее всего, приняли ислам, и вот эта часть, большая часть вот этих потомков, скорее всего, которые там когда-то жили. Потому что это просто невозможно, чтобы там 1000 с лишним лет был ислам, и чтобы он не конвертировал местных в этот ислам. То есть 100% вот эти палестинцы как раз-таки являются потомками тогдашних евреев. А вот остальные, это так, которые как-то прибились к этому званию, там, исторических каких-то, в результате каких-то этих. Плюс еще, скорее всего, что вот римляне, когда захватили эту Иудею, вот, придуман миф, что произошел такой, не знаю, исход евреев оттуда. Во-первых, римляне, это нигде, куда римляне вторглись, никто не уходил, а вдруг почему-то евреи куда-то уходили. Нет, конечно, они там продолжали дальше жить, просто у них сменилась крыша на римскую. Да, и они сочинили эту историю об исходе, чтобы как-то вот появление в других местах этих культов. Вот скажем, вот эти самые Бану Курейш, которые постоянно у нас фигурируют, Хаймерс,
в этой истории с этим исламским посланником, это были не евреи, это были арабы, принявшие иудаизм. То есть в течение какого-то времени этот культ, хотя он национальный, но все равно проецировался на какие-то маленькие группы общины, которые разрастались, будучи, скажем так, не имея вот этого еврейского, реально биологически еврейского ядра, но при этом несли вот этот иудаизм в себе, как религию. И вот из этих кучек потом в конце концов собрался сегодняшний, скажем так, сколько евреев в мире, 16 миллионов, 14 или 15, в общем, где-то в этой цифре гуляет. А эти, которые в Палестине жили, да, Ламахо, которые в Палестине жили, сейчас я закончу, это, скорее всего, превратились в мусульман, тем более они очень похожи, если ты заметил, палестинцы и вот реально вот, смуглых евреев там, ну, не отличишь на лицо. Да и генетика это, скорее всего, докажет. Тамошние евреи превратились в большинстве своем в палестинцы, вот остались, конечно, и местные сефарды, которые вот эти 2000 лет пережили оккупацию, там, христианскую, исламскую, римскую. Но я тебе и говорю, что вот большинство, как раз таки вот этот культ, который попадал к ним, потом община какая-то разрасталась, потом, может, какая-то семья каких-то иудеев куда-то попадала, там от них принимали дальше религию, они увеличивались. Вот так это там миш-маш там нету. Давайте разберем вообще, что значит само нация и как оно образуется. Ходит ли национальный код в крови, течет он, или как это вообще? Это, для меня это феномен. Вообще, что значит нация? Что значит этнический еврей? Что значит неэтнический еврей? Что значит чеченец? Что значит чеченоговорец? Как это все формируется, образуется в головах, умах людей? Лучше это. Евреи есть, и африканцы есть евреи. Это и говорится, что тот, кто вырос в этом месте, он должен определенный вот этот уровень меланина иметь в своей коже и курчавые короткие волосы иметь. Если ты выглядишь как какой-то белый европеец, блондин с севера, и при этом ты говоришь, что ты еврей, это значит, что, скорее всего, в результате каких-то биологически ты к этому отношения не имеешь. Но как ты говоришь, культурно. То есть нация это, естественно, не просто там это биология, а больше такой культурный аспект. В случае с иудеями также и религиозный. То есть мы не можем им отказывать в еврействе, и я не отказываю, и думаю, ты не отказываешь им в еврействе, несмотря на то, что они биологически там не жили. Другое дело, что ты, если биологически не африканец, который в Синайской пустыне твои предки были, то ты не можешь пойти туда и говорить, это земля моих предков. Можешь быть евреем, сколько хочешь. Ты можешь быть сколько хочешь евреем, сколько угодно тебе, но как бы предъявлять претензии ты не можешь. Я про это дело говорю. Ну, в таком положении тогда Тесла выходит, есть только расы. Черные, белые, азиаты. Нет, кто там еще? Нет, нация евреев есть, конечно. Я не про это, я понял, я имею в виду вообще, если рассуждать так, разделение, я имею в виду, разделять, как-то упорядочивать людей, то их можно упорядочить только по расам. Есть черные африканцы, есть белые там, не знаю, европейцы, чеченцы, славяне и так далее, и так далее. И есть азиаты там, китайцы, монголы, вот эти узкоглазые, тюрки вот эти. Другого варианта, по-моему... Всем. Да, добрый вечер, добро пожаловать. По-другому, по-моему, не стоит людей тогда разделять. Там, я имею в виду, знаешь, потому что, например, чеченцем может стать, например, да, там какой-то там, скажем так, северный человек, там, белый человек, там. Если черный придет, африканец, и будет говорить, что он чеченец, то всем будет понятно, что за чушь этот чувак несет, да? То есть, а другой, почему-то белый может стать чеченцем. Я это имею в виду. То есть, ну, он тоже, черный тоже может стать чеченцем, но как-то
в народе оно будет восприниматься как-то очень удивительно, мягко скажем. А можно я Странно. пример приведу? Да-да, все, я закончил. Вот вообще в науке, да, если есть такое название, как переходная раса. Например, вот узбеки — это переходная раса от монголоидов до европеидов. Вот. Турки — это изначально они же были монголоидами, то есть тюрки, да, тюркские народы, Алтай, так сказать. Вот сейчас, например, современные турки — это же, ну, почти в чистом виде, да, они европеидная раса относятся. Хотя по языку они монголоиды, то есть произошла такая подмена, получается, то есть смогли, то есть и современные турки считают себя потомками тюрков, а не потомков, ну, европейцев, да. Ну, в Турции, я думаю, все смешано. Там нету этих, как ты говоришь, вообще тюркской империей управляли сколько там было действительно с Алтая приехавших вот этих тюрков, сельджуков там, или сколько их было, 10 тысяч, 5 тысяч. А в Константинополе жили там греки, криптогреки, там такие греки, сякие, армяне, грузины, бог знает кто еще, персы. То есть там жило множество народов. То есть и вот это понятие вообще, вот, тюркская нация, ей вообще лет 500 максимум, скажем так. И то это миш-маш, ты не можешь говорить, что тюрки там внезапно были узкоглазые, а потом раз и стали этими. Ну, он говорит, что была переходная раса. Как ты можешь назвать переходной какой-то миш-маш? Там, все равно, что утверждать, что в Америке какая-то переходная нация складывается в плавильном тигеле различных этих совершенно разных рас и национальностей. То есть это просто... Он говорит Тесла. Не, ты не понял, что он говорит. Вот тюрки из Алтая, из Тывы шли по землям, монголы и вот эти, да, дошли до Узбекистана в какой-то момент. И в Узбекистане как-то все начало смешиваться, перемешиваться, и дальше они шли, да, и уже пройдя дальше, они уже как бы становились похожими на европейцев. Он имеет в виду, это переходная точка. Не внезапно, а переходная. Постепенно они сначала были монголоидами, потом в итоге, в конце, оказались европейцами. Я против этого, потому что турков было слишком мало. Вот у Чингисхана, по-моему, монголов там 10 тысяч было, или 20 тысяч, или 30 тысяч, я не помню, в 200-тысячном войске. Все остальное было население побежденных вот этих народов. Точно так же, захватив эти места, турки на турецкий язык просто перешли местное население. То есть белые, южные европейцы, южные европейцы, смуглые арабы, или кто, все они перешли на тюркский язык, потому что тюркский язык, он очень легкий, он прилипчивый, он распространяется со скоростью лесного пожара или скоростного экспресса. Тесла, кстати, Константинополь захватить, они как завоеватели пришли, но там же в основном европейские нации жили. Те же греки, болгары, римские, итальянцы, кто там только не жил в Константинополе, это же была целая империя. Вообще в Турции живет, например, сколько, 5-6 миллионов черкесов. Ну, сами подумайте, причем они живут обособленно, не очень смешиваются с, скажем так, монголоидным типом. Сам турок мне это рассказывал. То есть, как мы можем, криптогреки там живут, как мы можем их всех турками называть? Они просто на язык перешли. Как мы сейчас на русском разговариваем, мы же от этого русскими не становимся. Нас потом... Кстати, можно перебью 5 секунд, пожалуйста? Можно перебью 5 секунд? Кстати, у меня есть друзья, которые греки и православные, но у них язык уже не греческий, а турецкий язык. То есть они разговаривают между собой на турецком языке. Хотя уже давно из Турции уехали. Это супер язык. Есть такие языки, которые очень легкие, и как бы они быстро... Вот почти все наши старики, которые побывали в Казахстане уже взрослыми, скажем, или в детском возрасте, они по-казахски говорят. Интересно, да. Русские не говорят по-казахски, которые там прожили всю жизнь, а
в советское время, например. А в советское время вот моя тетя, там, короче, мой отец, кто в Казахстане родился, или уже там в младенчестве, или в небольшом, скажем так, в маленьком возрасте туда попали, они все как шустро по-казахски болтали. Казахский язык и тюркский язык это почти что близнецы-братья. Казаху, наверное, нужно максимум... Хотя казахский не был государственным, и все равно его легче выучили, да? старики. Это такой, это супер язык, он такой создает именно тюркоязычный языковую общность, быстро распространяясь. Вот даже в романе этого Толстого Хаджи Мурат, там, когда переговоры идут, или там в своих записках, он постоянно описывает, когда идут переговоры с чеченцами, то есть они, это русские офицеры, берут с собой толмача татарина. То есть потому что почти все чеченцы умеют говорить на кумыкском, на тюркских языках, на турецком. То есть и тогда это был такой на Кавказе язык межнационального общения. Потому что он легкий, вообще турецкий язык это мощный очень язык в этом отношении. Не знал. Гонки халышун, новчему отхуш, сугайна гинца будущем. Ногти шел громки мод, особенно кто рядом с ними проживал. И был распространен Тесла с Мабахари. Многие изучали его, как сегодня. Юрт и Модху, Косик, Холчу, Тарухтига. А может, потому что вообще язык общения был на всем Кавказе. Я думаю, не только на Кавказе, но вообще известный к тому моменту в мире тюркский язык везде есть. Монголы, татары прошли по всему, что можно. То есть он везде есть. Историк швы кучва. Ишта сам момент хәрерсон. Достоверно. Якудза Сободец. Все окей, все верно. Пусть другие говорят. Ноги. Вистолата, Якудза. Короче, Багратион Вац, Багратиони, фамилия. И Халец в плен ВНЛ. Хезирсон через Сунджу, потом его обратно отдали. Это Мэйр Духчой, Мэйр Волш. Откупца Амада учит Авелла Бош. Сунар Хамахазишу. Из-за без выкупа отпустили его. Да, скорее всего, я не думаю, чтобы его отпустили. Это чисто такая легенда Не о отпустили благородстве. без выкупа, бо конкретно говоря, что это говорили, там читал это, что отпустили его без выкупа, мэр Жилаль. Ну, я не знаю. Я с него слово, что он больше на Кавказ не вернется, то он бы говорил Ассель. Вича Моралири из его. Что-то тут темнят они. Или он чей-то родственник? Майросак, чаще Майросак, да, я солнце. Вполне может быть, что и Мауи, может он из этих горных грузин. Да, и Нохчи Мот может Шелхербутсон, может и генетически росту Шелхермеких, может Кирс Нохчи Швуй, Ламчи Грузии Дабхан смешательный был. Может, Шелхермеки, там какая-то история может быть. Не, просто мне интересно было, это правда. Нет, он из благородных семей, из князей Багратиония, вообще знаменитая фамилия в Грузии. Авай муху, Шешсан мэр Жилаль, да, я сам бош, это суни. авай муху, бахалата головатик, да, хаусишмаятельно, в народе есть что. Истории там написано, где-то есть написано. Да, я имею в виду то, что известно где-то есть в народе, мы это знаем, и мы ему это сказали, потому что он говорит, Бог туда откуда мы его знаем, да подлинно, так это или нет, если мы не можем туда пойти и показать ему, а то, что записано, где-то упоминается, он и сам знает, и мы ему сказали, вот почему я это сказал. Я знаю историю Пацкевича из засада и на Нохчиш.
на шашках рубиться, деш зарубить винуи, но и тур халат дяхкан тоже дюхало единцу конкретно, дюхало и в конце концов зарубили его, так типа и что действительно ворчал, он ахилла, то есть ну майр так они даже его там закидали ветками и толк шриттинца, чтобы он и дать животное, что короче, животные забрали и целую шахилла джалдуй джади, например, цунти ермол тюльшхилла, типа ермолов витрен, а Пацкий Бош и Пацкевич генерал, Пацкий те уже начали этим давать, что храбрый. Вопрос, еще у меня вопрос есть насчет Слепцовска. Слепцов, что Майер Хелбош, мой генерал, его тоже там зарубили в лесах, Гихи, там, Валерик. И Слепцов, цехи, сунцах, мецентиш, предудавит, цехи, центинце. Хотя это Ингушетия, да. Сейчас сумка. Собрешь, дайте 30 секунд. 30 секунд дайте, если Ханя говорят, что... Ты что, им предки приказали там... Им предки приказали жить дружно, верно подданно. Отбийцы, тушинцы, войнов в Кубу, их надо возвращать в наше национальное пространство чеченское. Я в солидарность муслим СС из ада. Я в солидарность с бацбийцами принял христианство, чтобы они вернулись. Скажи теплые слова им по поводу. Я хотел бы антитеррор, конечно же, Шмандуй, Эсдяштик, Лилуштик, Хафур Бансани Бедац, Сади Арлилер, Вахар, Алар, Шадик, Хюк Бедац. А Меда Хошбы. Давай. Я что хотел сказать, бацбийцы, тушинцы, наши братья чеченцы, сейчас они по ту сторону Кавказского хребта, мы их не забываем, мы их ценим. А, конечно же, религию, христианство, там, буддизм, это все принимать абсолютно не надо. Чеченцы, мала, мусим СС, адешу адала, нахи, ала, нахи. Нахчи бухуш, чеченцы, нахчи бухуш. Да, нахчи, нахбуш, нахчи бухуш. Да, я понял. Элик Бог. Религию, конечно же, христианство принимать не надо, потому что это такая же мура, как и другие религии, абсолютно в современном мире. Здравомыслящий человек, он религию будет принимать как философию. Абсолютно не согласен с тем, что христианство сравнивали с иудаизмом и исламом. Категорически. В корне не согласен с этим. Абсолютно. Да, я понял. Но я все равно как бы скажу, что это какие-то философские, человеческие выдуманные истории дома, так что не надо вдаваться там в религии, какие бы они ни были. А насчет того, чтобы Слепцовский всех этих генералов, которые там как бы воевали в Чечне, там, Багратиони, Паскевичи, Слепцовский, другие генералы, Потта и все эти вот эти бандиты, русские террористы, бандюганы, которые просто занимались насилием и умерщвлением детей, а также вырезанием просто мирных жителей, никакие они не герои, никогда они никакое мужество не проявляли, и никогда они не были смелыми воинами. Они воевали, если это можно назвать, потому что они не воевали, они просто из-под тишка подло, мерзко, бесчеловеческими методами вырезали стариков, женщин и детей, которые оставались в населенных пунктах, из которых выходили так называемые чеченские бойцы, которые в то время сопротивлялись. Вот так это можно сказать. Воины, Муслим СС, да, к слову, дай тоже скажу, тоже не считаю правильным вот этот, я не говорю, что ты вообще к слову говорю, вот этот пещерный антирусизм вот такой, что, мол, все русские там вырезали, все нас убивали, вот эта позиция жертвы вот такая, что все, ладно, они теперь и так для нас всегда были врагами, но я против того, чтобы врагов обобщали и на врагов вешали все и во все периоды и промежутки времени. Например, в Первую войну русские так не занимались тем, чем занимались во Вторую войну.
в Первой войне там было нормальных, скажем так, солдатов, да, которые говорили, не боялись сказать правду, увидели войну и пошли обратно домой, и на всю Россию рассказывали правду, что они видели. Были такие люди, и огромное количество таких людей. В то же время было и ПАК-5 было, ПАК-1 был. Дайте закончить мысль, Мохко, вы поймете. Я про солдат там людей не говорю. Да, извиняюсь, да, давай. Антитеррор. Все ради тебя, мой великий мой антитеррор. Прости меня грешного. Не вели казнить, вели словом молвить. Отпускаю твои грехи. Спасибо, дорогой мой. Великий антитеррор. Благодаря тебе живу на этом свете. Тобой живу, тобой. А генералы, все эти бандиты, я еще раз повторюсь, мы не говорим там про солдатов, про нас. Просто если мы возьмем все исторические события и проведем аналогию с сегодняшним именно современным миром, а Россия и русские войска по самой своей сути не меняются, и сущности своей не меняются. Их тактика – это тактика выжженной земли большим количеством, и поэтому у них и подорожники шапками закидаем. Еще нужно не забывать, что после войны с Наполеоном вся вот эта вот сила и мощь Европейского альянса, а в русской армии в то время были иностранные солдаты, генералы, это Потта, Паскевич, все это иностранцы, там были шотландцы, датчане, голландцы. И они все были брошены на Кавказский фронт боевых действий. И еще раз хочу подчеркнуть, привлечь внимание наших слушателей, что все эти генералы, так называемые, которые представляются в нашем эпосе посредством русских вот этих вот агентурных забросов с тех пор еще, которые представляются героями, смелыми бойцами, они никогда не были смелыми. Они бандиты, по сути своей, трусы, мерзавцы и подонки. Это такие же Трошевы, Шамановы, Казанцевы и Будановы сегодняшние. И были ими они всегда. Они мерзавцы, подлые убийцы. Они убивали наш народ, истязали его большим количеством своих солдат. А то, что там какие-то были смелые солдаты у них, или какие-то были честные люди, конечно, безусловно, в любой нации есть их хорошие плохие. Но сам их военный, как бы, высшее военное руководство, офицеры, все подлые мерзавцы, все убийцы. Муслим СС, можно? Муслим СС из ада. Можно задать вопрос? Я перечислю людей и скажи, что ты думаешь о них. Перечислю генералов. Вот на память, которые приходят, например, по-моему, Лев Рохлин, да, его звали. Лебедь, Рохлин. Подлые мерзавцы, убийцы. Я тебе даже могу историческую их провести, их военную карьеру. Как они говорят. Совершенно верно. Буду слушать. Отвечать? Да, естественно. Попробуй. Я тоже согласен с тобой. Абсолютно. Муслиму тоже я согласен. Нету там хороших генералов. Большой бочки говна. Да. Если туда клубника где-то появится, это не значит, нам ее делить, вытаскивать надо из нее там. Подождите, я не имею в виду тут хорошие, естественно, они наши враги были не хорошими, плохими, неважно. Для меня не это интересно, там хорошие они, плохие они, подлецы они. Для меня интересно именно констатация факта и рассказ, а не солидарность. Рохлин также расстреливал молодых пацанов, ни за что расстреливал, просто Шайкельбах. Рохлин, мы сейчас послушаем, если вы дадите Муслиму СС ответить, мы послушаем все. Как дипломированный историк, вы же знаете, я же историк Муслим СС из ЗАДа, вместе с Абу Задом мы работаем в связке. Но я как-то неприлично считаю называть свое имя так высокомерно, самому повторяться свое имя повторять. Муслим СС, скромнее будь. Да. Это важно. Я хочу донести до широких масс, поэтому извиняюсь, конечно же. Вы здесь хозяева всего, ради вас живу и вами живу. Дышу с вашей.
Звать мы будем тебя по имени, а ты говори, отвечай, не называйся, мы знаем, кто. Вот Лев Рохлин, бандит, в Афганистане он убивал простых мирных афганцев. Его и послужной список, это и раз. Ни один военный советский высший офицер или даже офицер среднего звена не может сказать, что он был там гуманным. Они просто вырезали афганцев. Неважно, какие они, хазары, пуштуны, там, таджики, узбеки, все. До этого они прошли, как бы, тоже военные академии заканчивали. А как мы знаем, кто знает, ни один офицер высшего звена, который прошел высшую военную академию Советского Союза, он просто по своей сущности не может быть гуманистом или что-то иметь гуманное. Это машины для убийства. Они могут только убивать, насиловать, истязать. У них цель достичь своей цели. Даже русская поговорка сама за себя говорит: победителя не судят. Все методы для достижения победы, они применяются. Насилие, убийство, изнасилование, взятие заложников, воровство, бомбардировка мирных населений, минирование, использование всех видов вооружений. Рохлин пришел с Афганистана. Лебедь, подлый мерзкий тип. Он в Молдавии, выполняя полностью приказы русского высшего политического руководства, устроил просто кровавую баню в Приднестровье. Его 14-я армия просто вырезала и выгнала всех молдаван этнических с Приднестровья. Понимаете? Вот о чем речь. Это просто исторические факты. А эти все генералы, этот Рохлин пришел в Грозный. И даже его те интервью, которые Невзоров брал у него в Грозном при штурме, он ни в одном своем интервью, он не говорит, что мы убиваем мирных жителей. Он заботился и говорил о своем милосердии по отношению к русским мальчишкам, к русским солдатам. Просто прослушайте его интервью. Там нету милосердия. Но его представляют человеком с чувством, с человеческим достоинством, милосердным, только из-за того, что он проявляет какое-то чувство сострадания по отношению к своим подчиненным солдатам. Русским, славянам, русским. Именно об этом. Поэтому не надо заблуждаться, надо смотреть в корень. Хорошо, тогда суммируя, опять же, возвращаясь к твоему началу, задам уточняющий вопрос. В российской армии генералы, офицеры являются подлецами, убийцами и так далее по определению. Подлецами, мерзавцами, подонками, нечеловеческими существами. Все, подождите, пожалуйста, Сободилыш, подождите на секунду. Подождите, Бяхмабилаш. Тогда возникает резонный вопрос, чтобы другие не послушали это и в своей голове не решили: вот дебилы, придурки пещерные, чурки, спустившиеся с гор, я буду задавать эти вопросы, чтобы некоторые чуть-чуть чеканутые понимали, да, там бывает у меня, из-за меня там сколько групп появилось из моих подписчиков, это уму непостижимо, на каждом вопросе, недопонимая и не спрашивая прямо, как я отношусь к тому или иному событию, или пониманию, или к идее, люди сами додумывают, открывают вражду со мной и открывают какие-то группы типа против моей идеологии, скажем так, или моему движению. Поэтому, чтобы эти люди недалекого ума понимали, почему я задаю эти вопросы, чтобы меня сразу не стали причислять: о, русских генералов, вы там, он русских там выгораживает, вот эти, скажем, мягко так говоря, эти вот дебилов, чтобы они понимали, почему я задаю эти вопросы. Так вот, если по определению в российской армии ни генералов, ни офицеров, кроме подлецов, не может быть, то ты сам себе вырыл яму и, скажем так, закопал еще себя. Не то, что себе яму вырыл, ты и закопал себя. Хочешь, подозреваешь как? Понимаешь, о чем я? Например, Дудаев, генерал российской армии, Масхадов, генерал российской армии, офицер, полковник, то есть. Сколько там еще? Так, по-моему, Абу Маусаев
еще Хункар Паша. Там Хункар не было Паша. Дудаев. Ну, офицер, полковник, наш президент первый, это именно из тех подлецов, подлец самый из подлецов, убийц, мерзавцев, стал, сейчас, подожди, я закончу, стал нашим первым президентом. Вторым нашим президентом также стал тот же подлец, убийца, мародер и маньяк из российской армии полковник. Наш второй президент. Подождите. Третий кто у нас был? Яндарбиев, да? После Яндарбиева уже... Ладно, остальных... Ну, давай отвечай. Джохар Дудаев. Он, его, во-первых, он не стал, он приехал просто волей судьбы истории. Его вызвал тот же Яндарбиев, это вся банда мусульманская, пророссийская, которая братья-мусульмане, исламское возрождение, на конгресс, общенациональный конгресс чеченского народа. Его, как бы, за то, что он такую речь толкнул живую, его народ, как бы, все-таки, ну, как бы, симпатию проявили к нему. Но не надо забывать, что Дудаев, он сам выходец из селения Ялхарой, Галанчевского района, который после выселения было запрещено тем жителям, которые оттуда были выселены, возвращаться. И поэтому по всему началу Кавказского хребта, именно Восточный Кавказ, Чечня, в таких селах, как Гихичу, Яндикотер, Хамбек-Ирзи, Очхой-Мартан, Сеймаш, были все эти выходцы из этого Галанчевского района. Только и Тум-Калинский, и Шатойский район были разрешены частично для заселения. И Дудаев, Джохар, Дуди Мусикант, являясь выходцем, и у него была просто генетическая историческая память, что все-таки какая-то несправедливость с ним была, с его родом, с его нацией совершена, он, уехав учиться в Россию, полностью обрусел, надо говорить как есть, он полностью обрусел, и он был русским генералом на самом деле, и он выполнял любой приказ, он сам же говорит, я выполнял любой приказ, но волею судеб он как бы вышел как бы в этот момент на историческую волну и стал, его выбрал народ президентом. И зная всю эту кухню изнутри, даже его жена, она сама русская, и дети его сейчас живут, русские обрусевшие, тоже мы его не идеализируем, не возводим в ранг святых. Он знает всю эту гниль, всю эту грязь подлую, русскую, мерзкую, поэтому во всех своих интервью он просто все нутро их не вываливает. Понимаете? Царь Цюш, Вуат, Шлял, и Раскиш Цань, Раских Лял. Ищи ар, да, хардуй царь, духи долши, да ищи, вот щи галанчожи, явору, мохте, халол, ищи, вот шлял, щи, ищадекцум. Диц цеде лахцум, пети шуша, новши хлори тер, сан авор, такши, новши оби, качелат, а новши мапицеца, ушлял кадуц. Все равно это все вернулось, но, вот царь нюка лял, царь нялил, и бюхал, лилушел, кучка, амишта, щетя, цалилил. Он хотел, как он там себя сделал своим? Потому что он носил усы, как у Лермонтова. Он этим как бы симпатию вызывал у этих русских всех офицеров, генералов. Он женился для того, чтобы по карьерной лестнице вверх пойти на девушке русского офицера. Понимаете? В Шигаской стане, а Чехвалейс, но он не забыл. Осуждаю. Категорически осуждаю додумывание жены Джохара Дудаева, кроме него самого. Кроме самого него. Это не может быть историческим фактом, потому что... Подожди на секунду. Питаюсь светом вашей мудрости. Дело, чтобы секунду, еще я тут была. Šeit itojoca homhila amētā dēļčānt itojodoši, ko elek cahezes un muslim esesu ahubēra, intervjotana яла бэра, Алла, что сейчас muslim esес. Да, я вопрос конкретизирую и задам тебе, тогда ответишь, чтобы... Сказал ли Дудаев в каком-либо месте или дал ли какой-нибудь повод, что он женился на Аллу лишь из-за карьеры? Титеро, смотри. Дудаев, во-первых, издал книгу «Тернистый путь к свободе». У меня есть публикации. Я его современник, я видел все его интервью, его статьи, то, что он говорил.
И эта практика была в чеченском обществе, жениться на русских и выдавать даже вот обкомовские, секретарские вот эти вот Сухайна Халбол, но вчего вот это именно поколение вот этих вот Завгаевых и те, которые были раньше до них. Практика в чеченской среде именно выше вот это, как бы хотели быть высшими, но они всегда были чурками для русских. Жениться на русских, чтобы именно вверх продвигаться, и выдавали даже своих за русских. Это что? Хацкаш, хабалу, шлямишка, цак, сакулич, войновчик, зубеш, цакелах, и шлялбуна, и шундицтела, и ху, что... Муслим СС, Хазион, свободен секунду, подожди, пожалуйста. Я не говорю о практике. Мы не обобщайся. Подожди, Муслим СС. Давай конкретику. Сказал ли Дудаев где-нибудь, что он женился на Аллу из-за карьеры? Сказал да, нет. Все, ответ. Ну, смотри, это вопрос сам по себе, он неправильный, потому что он никогда не скажет этого. Если он это все тогда. Давай не будем говорить о его сердце, не будем там душу ему лезть. Никто, ни ты не знаешь, ни я не знаю, почему он женился. Мы не имеем права просто это говорить. Мы не можем такое себе позволять. Мы не знаем, почему он на нее женился, он по любви, по любви или по карьере. Мы этого не знаем. Давай не будем, подожди на секунду. Давайте каждое свое слово говорить обдумывая, чтобы этот чат не казался пещерным каким-то чатом. Смотри, ты должен одно понять. Тут мы говорим о вещах, об исторических персонажах и об их пути. Мы не можем возводить в ранг. И для этого есть биографы, историки с методом сопоставления, методом анализа. Ты выстраиваешь полную картину. Ни один человек, ни Рохлин, ни Лебедь, ни Дудаев не будут тебе говорить правду, говорить, я так сделал для того, чтобы достичь этой цели. Но ты, здравомыслящий человек, если ты историк, биограф, если ты изучаешь документы, для тебя выстраивается полная картина методом сравнения, анализа, проверок разных ресурсов и именно той исторической практики, которая существовала в то время. Это вот на сегодняшний день нам внедряет русский православный Ахрусунна Аль-Джама ислам, салафитского толка, ваххабистского. Вон сейчас в Чечню привезли какого-то муллу, которому руки целуют. Понимаешь, в то время это не то было. В то время другая была практика. Мы об этом не должны забывать. Это, например, Борис Ельцин, его семья. Они чего, за ложки, да? Они наворовали. Мы не должны об этом думать. Это террор. Я просто чуть-чуть о высокого мнения Дудаеве и говорить, что он женился на... Подожди, совали это была, совали что перебивать-то, давайте по одному будем говорить. Я не могу громко говорить, все равно ни одного не слышно, просто сама программа не дает никого услышать, там пики и шумы бывают. Давайте по очереди. Я чуть-чуть высокого мнения о Дудаеве и говорить, что он женился на русскую из-за карьеры, чисто для меня, мягко скажем так, оскорбительно для такого, неважно какого, если кто-то ради своих личных целей и амбиций там приводит какого-то человека, еще и детей производит на свет из-за карьеры, то, мягко говоря, для меня это неприемлемо, абсолютно, категорически, никаким образом. Но единственное, есть условие, если этот человек сам скажет, что он женился по такому поводу. Если такого не говорил человек, я против того, чтобы такое, сейчас моему уху я услышал это, для меня это, было очень удивительно. Не думал, что такое от тебя я услышу, но я им не имею в виду, что ты плохой, это плохо, или вообще, я просто говорю, для меня это было удивительно. Я никогда такого не слышал. Но если шла практика, ты говоришь, ты аргументируя дальше свое домысливание за Дудаева, почему он женился, домысливая это, ты продолжаешь и говоришь, что тогда была практика. Но если человек просто последовал практикой и был одним из толпы всего лишь, исследовал толпе,
духу толпы, зову толпы и тому подобное, то это тоже, мягко говоря, принижает такого человека из личности просто в какую-то биомассу. И вопрос был не в том, кем был Дудаев, какой у него был путь, какие там у него... Во-первых, то, что говорит Дудаев о русских, я с сегодняшнего дня и чуть-чуть раньше вообще не беру, скажем так, мягко говоря, в счет. Все, что говорил Дудаев про русских, я все это, ничто из его слов не беру в счет. Почему? Потому что человек пострадал от русских и по определению не мог быть беспристрастным. У человека была обида. А слова и аргументы такого человека я лично не беру в счет. Для меня важна беспристрастие в любом вопросе. Дудаев по определению не мог быть беспристрастным по отношению к русским. И, естественно, все зло, все беды, все, во всем вина в его голове была русских. Это понятно. Вопрос был не в этом. Вопрос был в том, что ты говоришь по воле судьбы, он пришел, он там понял, он это. Ну, не было воли судьбы. И Дудаев генерал российской армии. Еще раз возвращаясь к своему вопросу. Возвращайся ты тоже к тому моменту, пока Дудаев не вернулся, а еще является действующим генералом российской армии, и давай смодулируем в данный момент наш с тобой диалог, смодулируем его в том моменте. Представь, сейчас Дудаев до сих пор служит, никакая война не началась, свобода, независимость не объявлена. И я тебя спрашиваю, являются ли все офицеры и генералы российской армии убийцами, мародерами, маньяками? Ответ. Кроме чеченцев. Ответ. Ответ, еще раз повторяю, официально заявляю, все высшее руководство и офицеры русской армии, в какой бы форме они ни назывались, Советский Союз, Царская империя, Демократическая Россия, а также офицеры среднего звена, у них только одни бандиты, мародеры, убийцы. Нормальный человек по определению туда не может пробиться. Эта система исключает нормальное восхождение по лестничной карьере. Только мерзавцы, убийцы, мародеры, а также и гомосексуалисты могут там пробиваться в высшие чины. Вело. Ну, я вообще категорически не согласен. Но задам другой вопрос. Как звали этого украинца, который дослужился до вождя после Сталина и разрешил нам вернуться? Как его звали? Забыл. Хрущев. Да, Хрущев. Был ли Хрущев подлецом, маньяком, убийцей и гнидой? Был подлецом, гнидой был, большой гнидой был. Гнида, конченая мразь, предатель, мерзавец, который любому могут сделать любую подряд. Диалог нечестный, потому что ты меня блокируешь в своих вопросах и не даешь мне аргументированно. Нет, я наоборот слушаю тебя. Я наоборот, я против, чтобы кто-то вмешивался и еще. Я наоборот тебя слушаю. Хочу сказать, я не спорю с тобой абсолютно. Ты можешь остаться при своем мнении, и что бы ты ни сказал, для меня будет правдой. Потому что после тебя идет Абу Нео, потом ты, а после тебя... Я хочу просто донести информацию, я даже не для тебя это доношу, для наших слушателей, широких масс, что сама система их построения армии, она построена на прусской системе. Она исключает любого нормального человека из себя. Это отталкивающая система. Хрущев, он мерзавец. Сталин, Верчул, они же всех расстреляли, Берию, всех своих бывших товарищей. Его самого они кинули, понимаешь? Ты против этого? Ты против, что их расстреляли? Да, он просто украинцев убивал, очень много украинцев убило. Да понятно, это все, соболезно, Махпе. Украинцы там, это же другая тема. Маххайдер вала, Махпе, дела, хюкуматься богом, духу езон, Аллах, да, тоже. Всех люблю. Но нас никто не возвращал
Не возвращал нас Хрущев сам по своей сути, он не возвращал. Это человек один там не решает. Мы думаем, мы еще, многие массы широкие думают ошибочно, что в российском... Я почему это упомянул, чтобы вы поняли, о ком я говорю. Это понятно, что он не возвращал. Я понял. Я не говорю, что ты сказал, я просто объясняю, что я чем гумадаться, я чем что. Я о чем хочу сказать. Сама система, их структурная, вертикальная власть, какая бы она ни была, она исключает решение одного человека самой по себе. Да, у них есть цари, но вокруг этого царя есть какая-то система, свита, есть бояре. Все-таки это такая система, что она не дает даже человеку меняться. Даже если человек с хорошими намерениями туда и не поднимается, он превращается в Ивана Грозного с опричниной. Он превращается в насильника, маньяка, убийцу. Понимаете? Она такая система. Это ханская, бандитская, имперская система. Поэтому они ведут войны. Эта страна построена на крови, на войнах. Вся история Русни – это войны, захватческие войны вокруг да около, даже внутри. Этишу постоянно это понятно. Подожди на секунду. К слову, это понятно. Ты пойми меня правильно. Они же не единственные этим занимаются. Это империя. Это обязанность империи. Воевать, захватывать, убивать, уничтожать. Это, кроме, если не ошибаюсь, кроме там нас и еще там нескольких малых еще народов, все народы в мире этими занимались, убийством соседей. Все были маньяками, это понятно. Я не оправдываю, конечно, такое, просто сегодня такой мир, тогда был такой мир. Ну, антитеррор. Я же что хочу сказать. Я же тебя люблю ради Аллаху. Хотел. Посадукуешь мамосу. Соборде, дитя, делда ваша. Ну, что Дитя. Согнуется, Соборде, Евреновчик. Интервала. А философский идеешь сами, швартханхану, интервала ваша. Делда бокон. И мог бы играть там. Высшее, я подчеркиваю, высшее военное руководство, а также высшее политическое руководство, а также среднего звена офицеры, а у них военная составляющая, так называемая политическим истеблишментом, оно просто плотно связано. Там военные и политики, а политики там и военные. Это государство не может иметь нормальных людей в своей высшей политической системе, в какой бы они форме ни были, военные они или политики. Они все там убийцы, они на крови только могут подниматься. Вот об этом мы должны не забывать никогда. А то, что там Дудаев пришел, ушел, это просто у него такая жизнь его, чисто его личная человеческая жизнь такая сложилась, что он стал генералом, уехал, своих родственников не видел. Забыл язык почти практически. Он то, что говорил, он говорил. Это исторически. Лющица, объективный холмодезец. Давай, хомоцон лющ, а вообще давай, какой маньяк, убийца, уял. Это террор. Я не говорю, что он маньяк-убийца. Я говорю, что он такой же по своей сущности был, русский офицер. Но, являясь этническим чеченцем, он все-таки на свою родину историческую вернулся. И ты, когда говоришь, что он был необъективным, я тебе скажу, и как бы для других тоже, он был самым объективным в оценке именно русского политического, военного, высшего руководства, а также именно, когда он представлял и говорил об этой стране. Он говорил как есть, он был очень объективным, он это все знал изнутри. Вот как я сейчас сегодня говорю про них, я вам официально заявляю, я говорю то, что знаю. Это основано все на фактах, на реалиях, на жизненном опыте. Я не сочиняю, тут сижу. И вот так, для многих это шокирующе, когда так явно тебе такие вещи, как ты говоришь, не может быть такого, люди не могут быть такими. Да, они такие. Это факт. И с этим надо смириться и принять это как данность, и исходить из этого. Понимаете, о чем я говорю? Даже здесь в чате не хотят принять правду, потому что она очень жесткая, она очень жестокая, она очень грубая, она очень такая вот беспардонная. Но она такая, это правда. Ее надо принять. Осознать, ассимилировать, интегрировать, потом, исходя из этого, устраивать свою новую концепцию жизни. И что надо,
Бахен, иштат, шуна, ишту, шуна. Мегердари. Давай, Можно там? Эл Мегердари. Мегадон. Я просто хотел бы сказать просто про Дудаева, если заговорили, исключения есть, нету. Когда он служил в Эстонии, когда развал Союза шел, когда там народ вышел за свою независимость, туда было хотели направить туда ОМОН. С Москвы, с Подмосковья, с Питера. Дудаев их не пустил туда, на бои. Просто биографию его почитать, почему в Эстонии ему там поставили, там назвали там парк или там что там улицу назвали. Потому что он не пустил этих варваров туда, не пустил убивать людей. Сказал, что я сбивать буду любой самолет, который без разрешения будет залетать. А до этого он, когда приехал только туда, он видел, как народ относится к этой армии, советской армии относились. Они были там все, ненавидели. Он понял, что к чему, открыл им эти авиабазы, закрытая авиабаза, которая стратегические бомбардировщики, запустил этих людей, показал им, где что находится. Те земли, которые не нужны были, а просто там у них там заповедник был, они захватили там заповедник, его просто мусор туда выкидывали. Он почистил его и вернул его этим эстонцам. Люди посмотрели на это дело, на этого руководителя и приняли его, получается. Поняли и приняли его. Он запустил там эстонский флаг, боялись запустить. Он запустил эстонский флаг, повесил на день авиации, там что ли там, он запустил всех людей, они вокруг этого гарнизона просто ходили вдоль заборов, лазили. Он открыл эти заборы, запустил этих людей на эту часть, показал им все. Нашел общий язык с этим народом. Ну, да, что... Это из истории мифов все. Это все из истории мифов. Абсолютная неправда. Это неправда. Это исторически можно... А в честь чего тогда в честь чего у них там улицы, парки называют в честь Дудаева? Если это мифы. Muslim SS, diversija šta ja, чтобы diversija... Не, Бог дошел, что на самолете он эстонский флаг. 30 секунд, дело не в том, что он что-то там допустил флаг или что-то. Как вы можете представить, чтобы... Diversija šlo, Muslim SS самое тансоба, не, diversija šlo, неправда и правда. Давайте сейчас полностью... Подождите на секунду, самое отличие. Все, давайте прекращаем тему с Дудаевым и с личностью. Свободнее. Когда мы впадаем в обсуждение личности, у нас часы уходят, короче, ни о том, ни о сём. Абсолютно бесполезные вещи и обсуждения. Муслим СС, подводя итоги, мы пришли к выводу, что не все русские офицеры, не все русские генералы являются маньяками и убийцами. Оказывается, есть среди них такие, как Дудаев. Все, давайте закроем тему. Дел дошло к идее. Я просто вас умоляю. Все, Элла, Али, Элла, Али, давайте закроем. Комментарии. Без всяких имен, без ничего, просто говорю. Как мы можем представить здравомыслящие, нормальные люди, которые анализируют объективно на фактах, взять гарнизон в 60 тысяч или там в 7 тысяч вояк, которые русской национальности, там в большинстве своем украинцы, белорусы, славяне, и какой-то другой национальности человек может решать вопрос и закрывать небо, и там, не знаю, отдавать земли. Да в то время в Советском Союзе только это бы в голову пришло бы такому человеку, его приедет спецкоманда, зондеркоманда КГБ или внутренняя их вот эта вот политическая вот эта система. Его сразу уберут. Это неправда, не надо мифы распространять, надо объективно смотреть на вещи. Во-первых, была перестройка. С людьми, даже я служил в то время, уже с людьми начинали нормально разговаривать. Это был указ сверху. Общение с людьми ставилось, в первую очередь, типа
популяризации советской власти, тем более в прибалтийских странах. Это все могло быть. А Дукла, у нас и так много врагов, и без еще, давай еще всех объявим козлами и со всем миром перессоримся, переругаемся. Да, Элдыш, из Муконлитыш. Говорю, муслим из зада. Муслим, сободилаш. Сободилаш там секунду. Муслим СС. Овелари? По твоей просьбе я молчу, больше ничего не говорю. Ты прав, Я не прошу тебя молчать. Я тебя спрашиваю, Овелари, ты закончил? Апур Бальцани, Сотама, Вейлов и тем обсуждайте. Эльчу дал дождь соокас. Ханису. Асумаца бо, асунда атаамаца бо. Овели айона научу историю. Бюсти кольшу. Дал ты варзил. Это личности олецам. Дис БЛБ-ца общее, частное, насколько может какой-то процент частного отклоняться от общества. Это нолется комментарий речурсу. Система, в которой там военная система, в которой, чтобы достичь какого-то там продвижения, нужно быть каким-то там мерзавцем. Но эта система большая, она и люди тоже разные, и все-таки там возможны какие-то окна, где какой-то может пройти этот путь, не заморавшись, и интерес его был вызван не мерзавскими какими-то там задатками. Допустим, Димовста, войнушки, каждый герсхал делцун армию, и там боколту амир был, догадаться, чисто по мишеням он стреляет, учится, там развивается в этом плане. Потом, короче, армия волчая, там офицеры, Щеде волчий ангин хульцун и Йоюз, он на ней женится, и еще легче ему. И вот он уже стал каким-то генералом. Потом его послали на какое-то задание, и он просто отказался от него и перестал быть в армии. Он продвинулся. Может, у него даже жизнь так закончится, что замораться, да, реально должен умонцами столкнуться с одеждой, короче. В общем-то, однозначно, все прям, если они были в армии и продвинулись, все до единого мерзавцы, все-таки. Не стоит. Это любому понятно, любому придурку возьми на улице проходящего и задай ему вопрос, он тебе скажет, да нет, это не может быть. Но просто мы... halk zamşıydı, joğur ol, zamş da geçiyor, armeyiz golda uç. Deras ot kozan ateş, dayalçı, o yok şalhan, sad koça yok şey, stadion yok şey, işte, kemiça, tiri, olimpiyski doy, tiga yok şey, işte, kayhan yok ro. Ot humun şey, tajimma, işte, dagod, everzin ol, humun, военно-юношеская спортивная школа Бош. Келчен. Ухардоп школы Руагалита. Так, по Северному Кавказу, Ростовской области, да, има халхармет шоқруэш. Белхта. А кейчумна хулыр, кейч, секция шахулыр, соревнования шумаш хулыр. Да, кечдеш. Keç doğru Armiyana kıyçumna dikçak bolur военный училище boytur da egzamin huma yoç ata луштмаш армия та характеристик холма olur ve 60 год шкара ve 91 kaçılsın işte öylece ot yuqa yol zaman çok em işte deşnişi alet atan da görüyor han yom Düçü kayıtır bu. İşte keçe ben işte kız humun ya işte kız onda boş önhi eve halk on belçe işe bol ik entibar tigi. Götürüyor. Tete şey kız sıkı de şey saç dağılış işte ve kont ekat most o dahal belış. Seri dayı bar.
и чекнул и бир мат бючул и жалеш стандол хумуншлер от юкул мат пече дадедлеч и шей мат мижа бекор бутаушлеч иштмештер دلها إيش هوش سرونو إشتوي أجي تشق ديلر وي جوخر خليل إميل خليل وي تسح مستوشن دعلا ورش يوخوك تبوكش دابلشان دالجش دو ويش بيت دات ويش بيت خانيات وهينز وي تيه أن لاتشو خان دال دو غالش دولك أستن إغالش تدا إيوي نوغدا بيش دي إغالش دلا وي قوش دالش تبوش دول anti-terör boğur şey hum istiyor öyle hum dorşundu sonra dokuna Şamsuddinov boşta полковник var general честь dalı ve tam sançak diyorlar ulu çaklıyor divizya var Johor ve 91 года oktan onda Johor وقت داو هيز الصول تهاجويت تو تهاجويت sonra تخار تايو تالو هم تسقى хазм хетер хазмут хет дала таيو положение уже ой чаще иргазкш шабеш далохш чаще ясеш ой махкар энти тачу бош армия харда цаборш чуборш дослужит даве дадезерг век что бешкеш отчо дадол дел дарсон дяхар гин جماعات لامش ديش مسار داوتي يومليل ديش موقع شاد زبل داسوتي موقع والوت داسويش قصدنا أولش عارسوش جيشي على وهين تشتر مستو وتغرت وقش لاتش ولي وجا تاتشو لاتروي وجا وتومن تو يقتش بحكش ليل بيش دوك خارصار دوك ليل دوش دوكومشتر بحنش ديلش يو بحك كرباح يرقير وجر يوان تقوتشر دوي وجا خوشتر بالبلو الغرتر قدو вот та и Бехтлелберг сон олеш арсума дук олеш арсу тум ледерлома ешо тум хинз вэлел хинз леш болт эмта лел да тим боле ма во амош бохар энти бош олеш арс ма дук тешбехш нис спор бухар вай текет бол селчо бол مستو دعو بو أقشي حنر دولهم دقي مصو متأما دو شي حنر دو دا بيب ديش ووشما شي حنر دو مصيري شي حنر شدو مصو حنر شي هم أخوت يشسن وهم تحقيق تحقيقش اشتحدوش دور أدم ويتأدم خداوش عن أدم اشتحدوش دو أدم شي شي هيقلت حلق دلق ده حلق دوش ويقوم اشتحدوش أورغر دين هدوش دو نوخش قوم شيكو يوش وتفتح شيكو مو خير وشي تجمع كورتن لرطع ووشتغ وإشت مرز إشت غلقة إشت ووشي وشل إشل ليلدش ووشي مخلوش إشت حدوش دول ويق قصد ويقر بيزم هم قصد عندور دو عندك دور در إشتهم ويهدى لتر ويورشل عوز ويالي تر دوقهم خرطة دوقتو هم سيكوديكيات أجيب سترال خلويت هم ويليش ديريز خيوشن خي دق چرال ولر ويبيت چانتير نالجش دوتان ويبيت ددات سترال خيط Dalal, hins diets, juk ikhislo, spili bi watte, dalal.
То густо, то пусто, может быть. Да-да, надо разжечь. Не умеете вы разжечь. Только разжечь сотнику Сандоры. يورا نوحشو هو داحشو يعني خدو حكيات لازم خوها لإرهون خوغا لإرهون خدوز لإرهون حم حيز دو حدوك خدو حكيات حيزك Войнах самболари сатуй сарпас. Войнах саммот бербугаем гасте юг пачал, короче, дерьмо империи ёхан солдат, там где вот этого и не ожидайте. Вот конкретно пресса там ده تور دو شوط أم يحسنوا يسو دولا سم دولا ده تقدر إيش تصدق دادو شوط يحسن دول ميجا ذات إيش تصدق نوحشي خشتو إيشو خشي ده إيش سام دولار ما تدويته صبر دي يدويت صبر دي خاصة تعمل قالت نوحشي شكوسترت نوحشي إيه نوحشي دي وردشو خشي ده يا أخي شوط أم يحسن سم دولش شو غورت برشنش بينك شو بال برشنش إيش تسمع ميجا ما ده جيم ميجن خلويس أوتل أمني هل ميجا ده أوتل شادك دويش أوتل نيس هل ميجا ده زين شو جيم هو خلويس إشت أنجل هل ميجا ده هل تعزود سن سايوعتك سن شا تان شو مودو اللي لغ بصبني سايوعتك دي سن تا كيجي بيش سن تا أي زيدو تا تين خل غيات تا وي بوشل Поэтому посалхам шхемалиал делаш нохчи шу бьюхум шушун. Со бьюхум шушун. Худыне чуа мялдол адам бьюхум шушун. Единственный ценнаха иш голубой шбушун. Вот голубой шпу их можно считать такими милыми девочками, чистыми и правильными. Каждый, кто утверждает, что он чистый, верующий, самый ангел в чеченской среде, сразу знайте, что он настоящий. Кто-то сел и утверждает, что он такой ангел, что он религию так знает, что он так религию исповедует, что он такой мусульманин, чистый и чистый. Вот знаете, что эти люди явно что-то там нечисто. Потому что человек, настоящий человек, нохчи, онах, тег, бершум, вахиан шаша, юзающие, шаша, узари, терра вахиан шац, эну муаттит, рестер вахчуни. Вахиша ангел дуиша избранный, уишач центр, уишач иман долш, уй моборду, саг дина قيتوس توليتي وجه وحطولت شو واحد دقداي تاعن يعني حلقة بيشبه فيرمش توليت شو حين بيه غيرا بيوخم شو أدمش بيوخم شو نوحشي بيوخم شو شادول أدم بيوخم شو دنيا بيوردو بيو ميتيادو جستوكي ميتيادو خيز ميتيادو готовы хылдешту любой гуман. Дик хылавез, рылха хылавез, но забар хая юалини так соуа уолвали гиха уже гяль хирам басаг уолвали шнуавен сак хирам бяшку бусовни. Сразу ха шейна исага хоудал хата хагиха уянуи. Я хобаш конах так хата Huets просто хиеч аут, цун тагалиит тагалиат, цуниит кон халиат, цуниит ночалиат huets. Худуцун huets ани дош. Хадол худуцун сани, что вас объединяет? Религия. Религии юча изут huets ани дауа, тан ша тагю мати траят, ша тагу али траят, ша таг хиети траят, тагришен юк эвал траят, ша таг цахульш. Вот эта религия им позволила нах цахульш наран юк эдваш ал. Вот и ходилок от дино, и динокой ночь, оман юка от дино. Ничтожество, шнайылом шива нюхи. Она уравновесила нас всех. То есть, опять же, коммунизм, из-за тот же коммунизм. Чтобы стать среди равных равным, надо делом доказать. Чтобы, я вот удивляюсь от мусульман, знаете, чем? Они, когда что-то говорят, они врут на 100, на 300, нет, на 180 градусов переворачивая все. То есть полностью наоборот.
они просто огромную ложь вбухивают. Просто чтобы человек подумал, в смысле, это не может быть ложью. Настолько противоположная правде не может это ложью оказаться. Чтобы так люди думали, они полностью все переворачивают. Вот наихудшего из всех живущих и будущих жить на земле людей, пророка Мухаммеда, которого они называют пророком, это наихудший из людей, живших когда-либо на земле, известных вообще человечеству. Они его назвали лучшим. Представляете? 180 градусов наоборот. Поэтому, когда мусульмане что-то говорят, если хотите узнать правду, посмотрите на 180 градусов обратно, противоположно, полностью. Что они сказали? Посмотрите, полностью противоположно. И это является правдой, потому что они всегда лгут, и ложь их на 180 градусов. Не чуть-чуть, не наполовину, а полностью наоборот. Вот, чтобы понять всю ложь мусульман ислама, просто посмотрите на ихнего вот этого педофила Мухаммеда. Наихудший человек из всех живших людей, они его называют как наилучшим из людей. То есть поняли, как они врут, да? И все остальное от этого. Все остальное от этого. И нет, никакой правды быть не может в религии, которую, как говорится, основал человек, наихудший из людей, живших и живущих когда-либо. А они его называют наилучшим. И все. Дальше уже сами можете понять, что остальное, естественно, даже не однократно, а 100-кратно окажется ложью. Потому что даже сам глава, сам основатель, его личность они настолько перевернули. А что будет с тем, что он после уже говорил, делал, и все остальные его последователи говорили, делали, если самого главного они настолько перевернули? В смысле наилучших людей? Чем наилучшие? Прямо сейчас заходите в этот телеграм-канал, я вам все источники ваши же самих вам приведу. Проблема в том, что вы их не читаете, вы свой ислам не знаете. Потому что если вам дадут узнать ваш ислам, вы покинете его. Поэтому вам никогда не дадут ваши духовные лидеры, жрецы, никогда не дадут вам узнать и познать вашу религию. Вы представляете, что они, их единственный на сегодняшний день оставшийся аргумент, когда их полностью загоняют в угол, это то, что видишь ты, это твое незнание арабского языка, арабский язык такой чудесный, там 100 миллионов, 200 миллионов, миллиардов слов. Представляете, 6000 лет назад умершие, просто мертвые языки, человек умеет возрождать. Шумерские глиняные таблички. Человек расшифровал их, мертвые, убитые давно, язык и прочитал их книги. А видите ли, 1400 лет назад Коран написан, в кавычках, на арабском. Притом этот язык сегодня существует. И есть миллионы людей, которые говорят на этом языке. А нам говорят, нет, вы не можете понять Коран. Просто вдумайтесь, в каком мире мы живем. Что вкратце, да, основные вещи, вот именно так. Иудизм, христианство, ислам, буддизм, кришнаизм. И каждый человек со щекой предложений, вкратце, да, а каждую религию могу вам объяснить далее. Да, щекой предложений, это согласен, должен додаться. Кришнаизме, буддизме, индуизме, одним словом, перерождению человек все живое никуда не исчезает, превращается, умирает, потом в чем-то другом перерождается, пока он не очистится, чтобы выйти из этой матрицы. То есть в мире это обман, матрица.
И человек, который хочет выйти из матрицы, он уходит в какую-то бездну, где нет этой матрицы. И там ничего нету. То есть там неинтересно абсолютно. Но если ты хочешь выйти из матрицы и посмотреть на реальный мир, на реальную вселенную, то там уже ничего нету абсолютно. Все, что тут крутится, оно не исчезает, превращается в другое, и так далее, и так далее. Но там очень много вариантов. Индуизм и буддизм — это на самом деле это просто плагиат индуизма. Будда, он никакой не религию там не придумал отдельную, это просто плагиат, украденный у индусов. Это индуизм просто. Просто китайцы себе придумали, сплагиатили, как, например, арабы у христиан и иудеев сделали себе ислам, у зороастрийцев. Это делали все народы, Надо понимать одну вещь. Ничто в этом мире не ново. Ни один фильм, ни один мультфильм, ни одна история, ни одна сказка. В этом мире нету ничего нового. Даже фильм «Матрица». Кому-то покажется, это какой-то новый придуманный фильм. Абсолютно нет. Абсолютно нет. Например, на примере «Матрицы» скажу. Морфеус — это дьявол, сатана. А мир этот созданный, это ложный мир. Он приводит Нео, находит Нео и говорит ему: давай вкуси яблоко, если хочешь увидеть правду. Красная там и синяя таблетку он ему давал, да? Это просто так, просто-напросто это плагиат вот этого яблока, Эдема и так далее, и так далее. Просто он говорит ему: давай вкуси яблоко, и ты увидишь все как есть. Я покажу тебе кроличью нору и насколько она глубока. И все остальное там, и Тринити. Сначала сатана соблазнил не Адама же по христианству. Сначала он соблазнил Еву. То есть Морфеус уже завербовал Тринити. И именно Тринити приходит за Нео. Не сам Морфеус, а Тринити приходит к нему. И таким же образом его тоже вербуют, и они из этого райского вот этого сна уходит какой-то подземный какой-то мир. То есть все истории, все фильмы, все религии, все мифы в этом мире, нет ничего нового. Вообще ничего абсолютно. Просто-напросто люди крадут у кого-то, меняют там что-то, и все, выдают за новое. Как в 4-й части, кстати, «Матрицы» сказал этот начальник вот этого Нео. Они там в игровой компании, где игры, программы создают, работают, он уже в 4-й части приходит к этому директору, к президенту компании, и тот ему говорит: знаешь, мы по сути нового ничего не придумаем. Мы просто берем картинки, меняем их и выдаем как новые. Понимаете? То есть даже посмотрите вот эти фильмы уже, да, там Конан Варвар, там Дракула, там Геракл, там. Это все, там, если вы посмотрите, многие сегодня молодежь, может, не знает, но эти все фильмы были уже 60-х, 70-х годов. Они просто переиздают. Таким же образом те Торы, Моры, Локи, Марвел, Шпарвел, Бэтмены, это все одно и то же. Это просто-напросто плагиаты. Вот что такое мир, в котором мы живем. Нет никакого уникального народа и нет никакого изобретения, принадлежащего тому или иному народу. Все у кого-то украдено. Даже банально на немцев, на нацистов посмотрите. У американцев, что СССР, вот вы сегодня даже говорили, эти технологии в СССР русские СССРовцы строили.
что Америку американцы сделали? Нет, конечно. Это просто такой мыльный пузырь, в котором мы живем. В этом мыльном пузыре есть люди, понимающие то, о чем я вам сейчас говорю, а также понимающие, что люди в мире есть миллионы людей, которым вообще плевать, что мы сейчас говорим. Им вообще плевать. Им лишь бы там свои животные инстинкты удовлетворить и все. И именно поэтому, понимающие то, что я вам сейчас говорю, и то, о чем мы говорим, понимающие эти люди, пользуются этим и сидят где-то в стороне и делают бизнес на этих тупых людях, которым, такой как я или вы, кричите и говорите: проснитесь, дебилы, проснитесь, вы где живете? На вашей шее ездят люди. А они тебя, наоборот, не то, что там благодарить и так далее, они тебя убить готовы. Вот настолько дебилы есть в мире. И, естественно, есть пользующиеся этими дебилами людьми. И понимая все это, вот эти люди, чтобы и дальше оставаться за кулисами, делать свой бизнес, и с поколения в поколение по наследству передавать свои миллиарды, свои наследства, они вот эти придумывают всякие уловки, махинации, вражду, разделение людей и так далее, там, высокомерие, гордость, там, и так далее, и все, и происходят эти замесы. Поэтому, возвращаясь к вопросу, по-моему, если я не ошибаюсь, на сегодняшний день наиболее древняя сохранившаяся мифология в таком объемном, обширном виде, разнообразии своем, при всем своем великолепии, сохранилась в Индии, наидревнейшая. Буддисты, вот этот буддизм сплагиатели у них. Каабу в Мекке сплагиатели у них. Это, кстати, Шива. Камень Каабе. Это плагиат Шивы. Шива — это такой же черный камень, воплощение Бога на земле. Он в таком же кубе, правда, куб у индусов в храме не такой куб, а куб, сделанный в стене. То есть в стене сделали куб, и там стоит у них этот камень. А эти, наоборот, 3D сделали. Понимаете? Сделали реальный куб и вложили туда камень. И 7 кругов, которые они делают, это тоже из индуизма, плагиат. То есть ислам недавно вообще создан в таком виде. Он вообще недавно создан. А собирался он веками. Но поскольку арабы не сразу, не за один год завоевали от Индии до Испании, это происходило веками. Сначала они рядом с деревней их Мекки Мухаммад жил иудей. Что он сделал? Сплагиатил иудаизм. Чем являлся ислам вначале? Национальной религией арабов. Почему? Потому что это плагиат иудаизма. А иудаизм что? Национальная религия евреев. В силу ограниченности своих знаний и кругозора он знал об иудаизме и сделал иудаизм национальную религию арабов. Потом что? Они вышли из арабской пустыни, добрались до зороастризма персидского и до христианства византийского. И понеслась. И давай создавай ислам. Поэтому ислам включил себя не так в законченном виде, так, чтобы там, ладно, зороастризм возьмем. Там есть начало пути и есть конец. Говорится об одном человеке. Весь его путь. Есть начало и конец. Возьмем христианство. Там есть человек, ё-моё, есть начало и есть конец. Возьмите ислам.
возьмите Коран и покажите мне там хоть одно начало, хоть чего-либо без разницы, хоть одну вещь там возьмите, у которого есть начало и конец, и покажите мне эту вещь. Хоть одну вещь. Вы понимаете, Сободелаться, вы понимаете, чтобы какую-то пользу, какой-то пример брать с религии, с идеологии, с эпоса, с мифа, с фильма, надо видеть начало, путь и конец. И на выходе сделать вывод, суммировать и взять смысл, который передавал этот путь. Для чего он придумал? Какой-то смысл передает, правильно? Правильно. Смысл, чтобы передать, должен быть начало и конец, и путь. Везде так было, но именно на исламе, то есть, чтобы вы понимали, в начале было много религий, много богов, много мифов, много историй. Потом это все сужалось, плагиатилось и сужалось, плагиатилось и сужалось, плагиатилось и сужалось. И посмотрите, получили в итоге Коран. Нет ни одной истории, ни начала, ни конца, ни пути, ни смысла, ни малейшей мудрости просто, ни малейшей мудрости. Ни одной мудрости просто. Это собрание из всего по чуть-чуть. И ни о чем. Просто чтобы все приписать себе. Вот что такое высокомерие религиозное. Они просто банально хотели все приписать себе. Это чтобы вы понимали. Сегодня, конечно, в Америке существуют законы интеллектуальная собственность, авторское право. И представьте, его не было бы сегодня в Америке. Есть Голливуд. В Голливуде есть DC, Marvel, Paramount. Еще много там компаний, да? И, например, Marvel не может взять героя с DC и использовать его у себя в фильме. То есть это собственность DC, компании DC, это их герой. Они его придумали, они его создали. И Marvel не может, то есть патент называется это. Теперь подумайте, посмотрите, если бы этих законов сегодня в Америке не было, Marvel, например, обрел силу, власть, богатство. То есть у них получилось, например, как у ислама, как у мусульман, зарекламировать свою компанию и много участников, клиентов собрать. Вот захватил Marvel, такую власть обрел, и потом идет, убивает там начальника DC, Paramount, всех, и все это себе забирает, и говорит, что вот там Бэтмен, там Флэш, там и так далее, это герои. На самом деле это герои не DC, оказывается, это были марвеловцами по праву рождения. Просто они проклятые, проклятые, взяли и все там перевернули. А мы, избранные, взяли это все, очистили и вернули домой. Все. Вот картина мира. Вот что сделали мусульмане. Они украли из зороастризма Ахура, про вот этого Ахура Мазду, по-моему, называется книга. Это путь Сират Аль-Мустаким, там, через мост Сират проходит этот путь, вот этот ихний пророк. Это просто банально украли вот эти арабы у них, вот это Сират Аль-Мустаким и как это называется, Исра Аль-Ми'радж, то есть вознесение на седьмое небо. Это просто украденное у зороастрийцев. Мусульмане говорят, что там, всем понятно, все должны быть рабами и ничтожествами, каплями спермы, ничто иное. Мол, ты ничтожество, я ничтожество. И только Курейшит, халиф, является кем-то суперчеловеком, то есть просто человеком.
А ты и я ничтожество, которое должно стоять на коленях, долбиться в пол, всю свое лицо там разбивать, там, вплоть до того, чтобы у тебя на лбу появлялись какие-то черные пятна, молить о пощаде, о помиловании, уже чуть-чуть, да, знаешь, накапливаться. Да юлечь уже гуштар, он чуть-чуть бред, откровенный бред, несостыковка, потом приходилось часами вот этих Кемаль Елдашей, вот этих там комментаторов от Бога там слушать. И в конце концов я перестал себя обманывать. Кто такой Кемаль Елдаш, кто такой там Харун Яхья и другие, там, кто они такие вообще? Что они лучше Аллаха могут объяснить книгу Аллаха созданием самого Аллаха? Что создание лучше может объяснить Писание Создателя созданием его, чем сам Создатель своим созданием? Такое же создание, как и ты, может тебе объяснить лучше, чем и твой, и его Создатель вам? В смысле? Вы серьезно? Что этот бездарный Бог не мог сам объяснить свои слова, притом клянется он в ней, что она ясная книга, понятная. И таким образом, уже размышляя открыто, реально смотреть беспристрастно. То есть, чтобы стать верующим, человек сначала должен быть атеистом. Если человек в жизни не был атеистом, он по определению не может являться верующим. Точнее, не верующим, а именно мусульманином или христианином, или иудеем. Потому что, чтобы познать истинность этой своей религии, он сначала должен быть беспристрастным и посмотреть, является это истиной, и потом принять ее. То есть по определению человек сначала должен быть атеистом, прежде чем стать верующим. А иначе это не вера и не религия, это просто наследство. Тебе просто передали по наследству, и все. Истинно, потихоньку, да, ехался. İbrahim İbrahim uygun Ursak çıldır. İbrahim